В свете последних событий, возможно, пора подумать о новом направлении. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете новые возможности для всех таджиков. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Страны Центральной Азии вошли в число главных источников сезонных работников в Великобританию, сообщает портал СИА. В этом году около 1000 рабочих из Таджикистана тоже смогут отправиться в эту страну на сбор овощей и фруктов. В Таджикистане в настоящее время идет процесс экзаменов и оформления документов для отправки рабочих на сезонные работы в Великобританию. Приблизительно около 1000 рабочих точно поедут в Великобританию на 6-месячную работу в этом году, сказали в миграционной службе Минтруда Республики. Еще в марте этого года начальник миграционной службы министерства Имаджо Надерзада встретился с руководителем компании Hobbs Labor Solution Ltd. Джонатаном Берджесом по вопросам организованной отправки рабочих на сезонные работы. В апреле-мае шел набор, и по его окончанию представитель компании Демчоу Суруски 23 мая встретился с теми, кто подал заявку. На встрече он предоставил подробную информацию об условиях труда, требованиях к трудовым мигрантам. А 24 мая в Душанбе миграционную службу Минтруда посетил директор по стратегии управления по борьбе с бандитизмом и трудовым насилием Великобритании Дэрил Диксон в сопровождении посла этой страны в Таджикистане Тимоти Эйдена Маршалла Джонса. Стороны говорили о соблюдении правил пребывания, правовой защите трудовых мигрантов, предотвращении нелегальной миграции и других актуальных вопросах дня. Кроме того, Диксон посетил Центр консультирования и подготовки трудовых мигрантов перед выездом, участвовал в собеседовании, которое сотрудники компании проводили с желающими выехать на работу. Весной 2022 года британские фермеры активно искали сезонных работников из Центральной Азии. Так они рассчитывали заместить сокращающийся поток мигрантов из Украины и России. В частности, за прошлый год власти Соединенного Королевства выдали мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана свыше 6000 рабочих виз, почти четверть от общего их числа. Узбекистан вышел на второе место после Украины по числу сезонных трудовых мигрантов в Великобритании. Кыргызстан занял 4-е место. Из Таджикистана в прошлом году впервые на работу в Великобританию была отправлена группа из 126 человек. К ним позже присоединились еще 200 трудовых мигрантов. GLAA, где считают, что в текущем году мигрантов из центральноазиатских стран может стать еще больше, на этот год уже заключила соглашение с ведомствами по рабочей миграции Узбекистана и Кыргызстана. Мы отметили резкий рост числа сезонных работников, прибывающих в Великобританию из Узбекистана и Кыргызстана в 2022 году. Наши данные указывают, что в ближайшие годы оно будет только расти, заявил глава управления Диксон. Граждане стран Центральной Азии в основном занимаются сезонной работой на открытых полях и теплицах, собирая урожай клубники, яблок, других ягод, овощей и фруктов. Стоимость поездки в Великобританию желающие оплачивают сами, и для этого им потребуется от 1000 до $1500. Также они должны знать английский язык на уровне общения. Срок трудового договора составляет не более 6 месяцев. Поработав полгода, мигрант должен вернуться домой. В Великобритании они могут работать до 8 часов в день и зарабатывать до $12-15 в час. В месяц можно зарабатывать около 2000 фунтов стерлингов, это около $2500. Ранее посольство Великобритании в Таджикистане сообщило, что в последнее время участились случаи фейковых предложений о найме сельскохозяйственных работников в эту страну. В опубликованном на официальной странице Facebook объявлении посольство предупредило граждан не верить подобного рода мошенническим объявлениям. В частности, о том, что приглашение на работу фальшивое, можно понять потому, что в них говорится о получении визы в посольстве. Если вам говорят, что вы можете получить визу в посольстве, то компания, с которой вы имеете дело, не настоящая. Посольство Великобритании вообще такие визы не выдает, и все желающие должны обращаться в центры по консультированию и подготовке трудовых мигрантов миграционной службы Таджикистана и затем обратиться в визовый центр Великобритании TL's Contact, где оплачивается официальная пошлина за визу, говорится в публикации. Как вы относитесь к варианту такого направления и хотели ли бы вы попробовать себя в такой работе? И сильно ли вас ограничит то, что нужно знать английский язык? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!